Просите, дастся вам, ищите, обрящите, толците, отверзится вам. Всяк вопросяй, приемлет, ищай, обретает, и толкущему отверзится. Или кто есть от вас человек, его же аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змею подаст ему, аще убавы лукави суще, умейте даяние благо, даяте чадам вашим, кольми паче Отец ваш Небесный, даст благо просящему Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле и о Екзархе Его Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине и все его Христе братья нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях, воинстве и народе ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри человеколюбче милостивым Твоим оком на рабов Твоих, всех зденачальствующих, учащих и учащихся, и к Твоему благоутробию верою припадающих, и, услышав моление наше, благое дело служения их ближним Своим благослови, благополучно совершать, яко всесильному Царю молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарящий со страхом и трепетом, яко раби недостойней, Твоему благоутробию спаси, Владыка наш Господи, о Твоих благодеяниях, я же излиялась изобильно на рабех Твоих, Андрея и всех зденачальствующих, учащих и учащихся, и припадаем и славословие Тебе, яко Богу приносим, и умиленно вопием, и избави от всех бед рабы Твоя, и всегда яко милостив, исполни благих желаний всех нас. Прилежно молимся Ти, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью нашу и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив, буди, Владыка, о гресех наших, и помилуй ны. Милостив, бой человеколюбец Бог, еси Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слышите,
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и живосвятых Отец наших, святителя Кирилла Туровска, святые преподобные Матери нашей Ефросинии Игумени Полоцкой, всех святых земли Беларуси просиявших, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Вениамину, митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему Экзарху всей Беларуси, с богохранимой их паствоем, богохранимей стране нашей, властям, воинству и народу еям, всем зденачальствующим, учащим и учащимся, и всем почтившим праздник сей, подашь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Многое
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Едино
Богородный Сыне и Слове Божий, бессмертен Сын, изволи вы спасения нашего ради, воплотитесь, о святые Богородицы, Преснодевы Марии, непреложного человечивый сосприся же Христе Боже, смерть поправы, единцы святые Троицы, прославляемы Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси. Святый, бессмертный, помилуй.
Твое, помяни нас, Господи, да придешь и во царствие Твое. Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное, блаженни плачущие, яко те утешатся, блаженни кроткие, яко те наследят землю, блаженни алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся, блаженни милостивые, яко те помилованы будут, блаженни чистые сердце, яко те Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко те сынове Божии нарекутся, блаженни изгнани правды ради, яко тех и Царство Небесное. Блаженни есть те, да поносят хвалы жену, и купцам за глагол да выжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко за ваша блага на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Ваше Преосвященство, Владыка Вениамин, уважаемые и дорогие коллеги, студенты, досточтимые братья и сестры, я искренне благодарю вас, Владыка, всех присутствующих за наше совершенное совместное действо, за моление во благо Белорусского государственного университета. Совсем недавно журналисты спросили, за что вы благодарите, поскольку молебен благодарственный, и почему именно сейчас. И на ум пришло
такой ответ очень простой. Благодарить за что-то – это, наверное, очень поверхностно. Мы, конечно же, благодарим Господа за то, что Он есть среди нашей корпорации, там, где мы его пускаем, как известно. И почему именно сейчас, когда мы обсуждали месяца 2 назад с вами, досточтимый владыка, план мероприятий, вот было как-то принято решение, что мы это сделаем в мае. Есть такие решения, когда нельзя рационально, может быть, дать ответ на вопрос, почему вот именно здесь и сейчас. Все-таки очень сильное, я думаю, что все мы это ощутили, психоэмоциональное начало. И несмотря на поздний вечер, холодный, может быть, вечер, я думаю, что мы все почувствовали теплоту. Очень важно, чтобы сегодня мы рассматривали и не только отдельные мероприятия в рамках уже утвержденных регламентом взаимодействия с Белорусской Православной Церковью. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что образование – это не сумма наук, это прежде всего обретение человеком своего образа, самого себя. А это можно сделать только если мы начнем себя по-разному видеть, выходить за свои пределы. И тогда мы узрим и образ Божий, по образу и подобию которого мы и созданы Творцом. И в этом залог сегодняшнего мероприятия, которое приурочено к столетию Белорусского государственного университета, который будет отмечать уже как итог, когда начались первые занятия 30 октября 2021 года. Я убежден, что сегодняшнее мероприятие, оно станет предтечей, традицией на будущее. И еще раз хочу выразить слова благодарности, в особенности замечательным хористкам, замечательным представителям 7 университетов, которые не побоялись приехать в Минск и порадовали нас своим песнопением. Большое спасибо. Уважаемый Андрей Дмитриевич, профессорско-преподавательская корпорация, дорогие гости, дорогие студенты, все участники этого праздничного вечера. Христос воскресе! Я рад вас приветствовать и разделять радость юбилея нашей Альма-Матер. И сегодня, обращаясь к истории возникновения ведущего университета, флагмана образования и науки белорусской, мы с глубокой благодарностью вспоминаем его основателя Владимира Ивановича Пичету, который был сыном ректора Витебской духовной семинарии Ивана Христофоровича Пичеты. И благодаря своему доброму христианскому воспитанию и мировоззрению многое сделал во благо нашего Отечества и развития отечественной науки. Но идя далее во глубины веков Белой Руси, мы вспоминаем и первую просветительницу наших земель, преподобную Ефросинию Игуменью Полоцкую, видимый образ которой присутствует здесь, на территории Белгосуниверситета. Духовность и образование, они испокон веков шли рядом, взаимно питая друг друга. И прежде всего духовная составляющая, по слову одного из подвижников VII века, преподобного Аввы Дорофея, который говорил о том, что выполнить дело – это 1/8, но при этом сохранить внутренний мир, правильное внутреннее устроение – это 7/8. И к вам, дорогие студенты, применимо это слово. Важно, крайне необходимо, важно получить прекрасное образование, стать профессионалом,
специалистом своего дела, но при этом еще гораздо важнее, чтобы быть профессионалом, высоконравственным, духовной личностью. И молодость, она дает большие привилегии, большие возможности раскрывает. Вы полны сил, энергии, воодушевления. Для вас, кажется, нет никаких преград, но вместе с тем есть и опасности на этом пути. Недостает где-то жизненного опыта, мудрости и так далее. И все это призваны восполнять старшее поколение. А сейчас, во время вашей учебы, профессорско-преподавательский состав. И хочется пожелать всем, кто здесь преподает и обучает, и кто обучается, кто осуществляет этот процесс, чтобы плодотворно развивался наш университет, чтобы добрые плоды свидетельствовали о успехах университета, и чтобы выпускники, приходя к месту своей работы, а лучше сказать, служения нашему Отечеству, ближних своих, несли в себе вот это доброе образование, доброе слово, ответственное служение, исполнение своего долга. Мы собрались, и очень удачно, Андрей Дмитриевич, в эти майские дни, пасхальные дни, продолжающиеся радости о великом событии всей вселенской истории воскресения Христа из мертвых. То событие, которое вдохновляет каждого человека, задумывающегося об этой истине, о том, как побеждать зло добром, о том, как любить ближних своих самоотверженно и о том, как содействовать спасению других. Пусть радость сегодняшнего праздника наполняет ваши сердца и вдохновляет на все доброе и полезное. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И в знак сей знаменательной даты, столетия Белгосуниверситета, уважаемый Андрей Дмитриевич, просьба принять всю грамоту юбилейную с пожеланием всесильной помощи Божией в дальнейших трудах. Завершаем столетие, благодарили за прошедшие годы и с молитвой, и с благословением вступаем в новое столетие. И в благословение университету хочется передать и образ преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой, просветительницы нашей белорусской земли. Преподобная Мать наша Ефросиния, моли Бога о нас и помогай всему университету. Владыка, за теплые слова, напутственные слова, не только в преддверии юбилея, но, я думаю, на каждый день. И огромное спасибо за тот подарок университету, который вы сегодня преподнесли. Это очень весомый вклад в то дело, которое мы сегодня, по сути дела, наверное, и начали. Уж простите, так немножко заговариваюсь. Огромное вам спасибо.